Конечно же, поблагодарив организаторов форума за его проведение, за смелость его проведения, потому что, на самом деле сейчас время сложное, и, если честно, собственно, многие остерегаются проводить вот подобные мероприятия. Я хочу передать, естественно, и приветственные слова полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Яковлевича Чайки. Мы надеемся, что мероприятие пройдет конструктивно и принесет желаемый результат. Наталья Стогова выразила надежду на то, что эта встреча станет началом хорошей традиции. По ее словам, одной из основных мер по профилактике коррупции, согласно законодательству, является формирование в обществе нетерпимости к этому злу. Так что в этом направлении необходима комплексная работа с участием молодых людей, ведь они-то как раз и отличаются своим нестандартным подходом к любой проблеме. После официальной части мероприятия встреча приобрела формат диалога, где каждый желающий мог задать интересующий его вопрос. Как мы все знаем, от образования зависит дальнейшая ваша жизнь. И просто я обучаюсь и знаю, что в нашем учреждении есть некая коррупция. Можно ли бороться и искоренить эту коррупцию именно в образовательном учреждении? И каким способом? Спасибо. На вопрос Исрапила Цичоева о фактах коррупции в образовательных заведениях представители прокуратуры республики ответили, что именно здесь и нужен ответственный подход самих заявителей о взяточничестве. По их словам, зачастую все отказываются принимать участие в оперативных действиях в выявлении коррупционеров, опасаясь осуждения в обществе. Вопросов молодые люди задавали немало. Гости мероприятия отметили в них стремление искоренить бич нашего времени. Озвучивались проблемы, возникающие в антикоррупционной сфере. Сегодня у нас в республике проводится первый Северокавказский молодежный антикоррупционный форум. Первый, потому что в других субъектах и вообще в СКФО в целом до этого мероприятия подобной тематики не проводилось. Наша молодежь присутствует в зале, это более 50 человек. Есть онлайн-трансляция форума, все желающие, то есть молодежь из других субъектов и в целом из Российской Федерации могут подключиться к нашему мероприятию и наблюдать там при необходимости в чате, задавать вопросы. Вот сейчас у нас торжественное мероприятие, открытие. Также по программе форума ходят это сессии, тренинги, дискуссии, круглые столы и другие мероприятия. Также и экскурсия предусмотрена, и культурная часть мероприятия. В первую очередь форум носит образовательный характер, обучая молодежь основам противодействия коррупции и формируя в них нетерпимость к взяточничеству. Организаторы намерены вырастить здоровое поколение. Затем антикоррупционный форум перешел в расширенную сессию, где проводили общий анализ уровня коррупции Северного Кавказа. Также здесь подчеркнули и значимость взаимодействия власти с молодежью. Вопросов, как и тем для обсуждения, у участников оказалось много. Впереди второй день проведения форума. Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Новости 24.